О, добрый день. Заходите. Это президент Мересин. О, Он Мересин. Слышал такой? конечно. Вот сейчас придет его прапрапрап. Давайте, заходите. Давайте тогда я сама Вот рядом. сюда. Садитесь. А ты что? Минуточку внимания, давайте поприветствуем наших гостей. Я поздравляю всех с праздником. Сегодня, знаете, какой? День Крыму. Взятие Крыма. Да? Где, да, где Крым наш уже. Вы не знали это? Ой, не ожидал. Крым уже Я на мероприятии. 7 лет. 7 лет как? А кто живет там большинство? Хорошо. А? Да. Армяне тоже. Так что я с вами. Сегодня действительно вот мы выложили у себя на сайте, это большой праздник для нас всех, когда было присоединение Крыма, присоединение, добровольные все люди, значит, это самое. Благодаря татаре мы взяли Крым. Только татарам, да. И армянам, Армянам тоже. Да. Я армянин, между прочим. да. Ну и про русских Не мы не важно, что я забываем. Киркоров, Да. я армянин. Святую Троицу. Чистокровный. И с татарином жил в Москве 15 лет, рядом со мной жил. Он ходил всегда с бабочкой. Я думал, что он артист цирка или что-то. А потом оказался, что он носильщик на Киевском вокзале. Возвращаюсь от Болгарии, кричу: носильщик, носильщик, а он от меня бегает. Носильщик, папа повернулся: Володя, это ты? А мы звали его Володя. В лестничной клетке жили 4 человека. Тетя Ася, или как звали, я забыл имя, мне 88. Она чистила всю лестничную клетку. Мы удивлялись. Что-то готовит, принесет. Особенно ваши вот эти... Перемечи. Да. Треугольники, наверное. А? Треугольники. Не, от теста делают. А, тесто. Да. Нет, это не наше. Нет, хинкали это грузинское. Перемечь. Нет, что-то как пельмешки. Пельмешь. Да, как пельмешки, но внутри у него фарш был сделан великолепно. Манты. А, Они сегодня у нас есть специально для этот самый. вы Отмечаем знаете ли, мантами. когда я поднимался по лестнице, мы жили на 3-м этаже, а рядом квартира. А потом, когда Филипп женился на Аллу, я попросил Володя, можно попросить? У вас двухкомнатная? Филипп сказал купить 3-комнатную, тем более 2 дочки, она вышла замуж. Я говорю: давай, соглашаешься. Ой, как скажет жена. Он только это сказал, как скажет жена. И все равно пришлось, мы ищем 3-комнатную, не нашли 4-комнатную. Через месяц, пока мы делали эти обмен, женился и 2-я. И они все пожили там, 4-комнатные. Мы здесь приглашаем очень много молодежи. Сегодня у нас вечер Гиппократ. У нас здесь 5 основных вузов медицинских. И вот мы хотим, чтобы студенты медицинских вузов с 1-го курса начинали между собой дружить, друг другу помогать, позитивно настроенные. Потом проходит 20 лет, 15 лет, они вместе. Это называется татарская среда, и мы хотим, чтобы они и женились друг на друге. Да, вот татары, да. Вот видите, у вас была соседка, и вы всю жизнь пронесли о ней мнение, о татарках. Поэтому мы молодежи говорим: в Москве здесь же много национальностей, этих, по одному татарину судится потом о всей нации. Вот будет какой-нибудь сосед такой, да, вот, не буду же выражаться как, да, на букву К. Вот, и значит, и будет такое мнение о всей нации. Вот на работе, вот сегодня вот Данынус, ну, у нас вот расскажете о себе, это очень известный в татарском мире такой, значит, человек, да, академик у нас вот. И вот, значит, она сейчас выступала перед молодежью и тоже настраивала на, чтобы татары приходили на час раньше на работу. На час Не позже. надо на час раньше, не опаздывали. Да.
не опаздывали. Я ГИТИС учился. Извините, я вас перебил. Я ГИТИС учился. Были там. И татарка была одна, Клара звали ее. Мы с ней Дарья Аршим Малалан играли. Знаете, такая оперетта есть, Аршим Малалан, Да. в которой Рашид Бейбутов Да. был такой азербайджанский певец. Да. Мы отрывок Покровский сказал, я учился у Покровского, это гений режиссура, оперный режиссер. В мире он поставил и в Ковенгардене, и в Лондоне, и везде поставил великие спектакли, музыкальный режиссер, оперный. И хочу сказать, что по отношению к татарам, я еще, знаете ли, времена, скажу сейчас, 70-х годов в Измайловский парк, Был Да. Сабантуй у нас там. Да. вы всегда все на татары аккордеонах собирались. играли, на Да. этих маленьких, маленьких, одноплечих Да. аккордеонах играли. Я ходил вместе с ними, сидел на скамейке и слушал татарских песен. Знаешь, какие мелодичные песни. Так что ваше вот это соединение, это очень важно. Понимаете ли, вот эта дружба между татарами не так, как у армян. Я говорю, это правда, честно, искренне. Потому что сейчас в Лос-Анджелесе больше армян, чем в Ереване. Можете себе представить? Кстати, и татары кучкуются в Лос-Анджелесе почему-то. Вы случайно не оттуда? Скоро будет больше татар. А? Нет, не оттуда. А были в Лос-Анджелесе. Я не знал, что в Лос-Анджелесе много татар. Я в Канаде видел, татарская диаспора была. Они дружили с болгарской диаспорой. Да, и на концерт, когда пришли Филиппы, и пришли несколько татар. Друзья между армянами и татарами. Ну, это все, они соединяются, независимо от этого. Они пришли на концерт. И тогда я рассказывал, Филипп говорит, помнишь квартиру, которую ты подарил? Видишь, сейчас здесь татары пришли с болгарами вместе на концерт. Так что вот это очень хорошо, что вы молодежь. Я ничего против русских не имею. Каждый должен жениться на свою кровь. Вы знаете, Иисус Христос еще говорит, каждый народ счастлив тот, народ счастлив, который кормит сам себя. Несчастный тот народ, который чужой кормится. Вот как сейчас мы едим нитратные китайские помидоры, огурчики и тому подобное.